В канун очередной даты вывода войск из Афганистана представители Министерства труда и социальной защиты Коми встретились с ветеранами той войны. Разговор состоялся в сыктывкарском местечке Максаковка, где ветераны в эти дни поправляют здоровье. Таисия Шляхтина продолжит. Коснулась беседа темы нормативного акта, принятого в конце 2015 года, и определяющего выплату компенсации льготникам. Стороны признали, недосказанность, связанная с этой корректировкой льгот, и вызвала недоумение ветеранов. По странному стечению обстоятельств в результате смены этой системы сэкономили 207 миллионов. На вопрос, куда были распределены эти 207 миллионов, мы допускаем, что кому-то хуже, чем нам. Если бы нам сказали, куда детям, например, сиротам, не знаю, любой категории, социально необеспеченной или хуже обеспеченной, чем мы безусловно поняли бы. Но до сегодняшнего дня нам никто этого не разъяснил. Лариса Мищенко, заместитель министра труда и социальной защиты, пояснила, сэкономленные средства пойдут нуждающимся и многодетным семьям, в частности, на продление программы регионального семейного капитала. Оказалось, прежде только на поддержку льготной категории ветеранов боевых действий регион ежегодно выделял 300 миллионов рублей. К слову, перед подписанием документа наши законодатели изучили и опыт других субъектов. Всего 12 субъектов, уже не 14, а 12, имеют такую добавку. И их размеры, правда, меньше. Я могу прямо пройтись по опыту субъекта. И, как правило, они касаются, допустим, отдельно в каком-то городе, отдельно какой-то категории, допустим, Афганистан. Вот Чечня упоминалась, а там вообще-то льготы только членам семей погибших, умерших. Все, у нас эта льгота никуда не делась. Как осталась и субсидия на оплату коммунальных услуг. Такая возможность появляется, если расходы семьи на коммунальные услуги превышают 22% от совокупного дохода. Кроме того, льготники имеют право получать помощь в другой социальной категории. Сегодня, допустим, члены вашей семьи были члены вашей семьи и получали льготу. Завтра поменялось законодательство, на них не распространяется, Они могут заявить свое личное право. Это может быть педагогический работник, это может быть ветеран труда, может быть инвалид по общему заболеванию. Такая работа у нас постоянно ведется. И постоянно, уже с декабря мы вычленили всех тех, кто имеет еще какую-то льготу, но не заявился самостоятельно. Право у человека есть. Представители министерства заверили, в ближайшие месяцы проведут анализ действия нового проекта и сделают выводы, если тех, кто понесет серьезные денежные потери, будет много. Таисия Шляхтина, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.